В Нерюнгри нет инсулина, диабетиков сокращают методом невыдачи лекарств. Такими заголовками пестрят соцсети района. Также анонимные пользователи публикуют информацию о том, что с сентября прошлого года не получают таблетки по бесплатным рецептам для больных сахарным диабетом. А с начала этого года не выдают даже инсулин. В чем кроется причина и так ли это на самом деле, узнали наши нерюнгринские корреспонденты. Со слов заместителя главного врача Нерюнгринской ЦРБ, такая проблема действительно существует и не один год. Недостаточное финансирование средств республиканского бюджета вынудило диабетиков приобретать инсулин за свой счет. А когда в аптеках города препарат закончился, каждый искал выход самостоятельно. Одни писали во всевозможные инстанции, другие приобретали на заказ других городов. С августа месяца была проблема. Не выдавали инсулин по рецептам в аптеке по адресу Дружбы народов 7. Там говорили, что препарата нет. Не было, в принципе, в городе. Инсулин – жизненно необходимый препарат. Мы не получали в течение 5-6 месяцев. Мы заказывали с Якутска самостоятельно за свой счет. Как нам стало известно, в конце прошлого года приказом Министерства здравоохранения на льготников Южной Якутии было выделено 90 миллионов рублей. Однако сильно изменились условия осуществления закупок. И на сегодняшний день весь пакет документов для согласования крупной сделки проходит процедуру визирования в различных ведомствах. Для одобрения крупной сделки 12 различных ступеней проходит. То есть примерно около 5 рабочих дней находится у каждого на визировании. То есть это, грубо говоря, около 3 месяцев. Поэтому у нас на сегодняшний день до сих пор нет единого контракта по обеспечению медицинскими препаратами определенной категории граждан. Но мы ждем. На столах контрактного отдела Нерюнгринской ЦРБ целые кипы бумаг. На время подписания сделки подготовлено уже более 800 выписок из протоколов врачебных комиссий на каждого льготного пациента. Аптечная организация нам вернула все рецепты, которые у нее были в отсроченном состоянии. Мы их переписали на каждого льготника на 3 месяца, сделали протокол врачебной комиссии и отправили сюда в отдел закупок нашей больницы. Далее отдел закупок запрашивает стоимость в аптечной организации, приходят счета на эти лекарственные препараты индивидуальные, и потом делается разовый договор. Порядка 300 уже получили препараты по разовому договору на бесплатное обеспечение. Также в штатном режиме осуществляется возмещение личных средств граждан, потраченных на приобретение необходимых препаратов. Как нам объяснили, после согласования крупной сделки среди нерюнгринских аптек стартует электронный аукцион. Когда будет определена аптечная организация, начнется выполнение государственного контракта. Будем надеяться, что в дальнейшем в Нерюнгри будет налажено бесперебойное лекарственное обеспечение для льготных больных. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.